Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Я хочу попросить вас, наших подписчиков, пожалуйста, услышьте меня. Я превратилась в телефонного диспетчера. Круглые сутки звонит телефон. Кто предлагает погулять с собаками, кто плачет и проклинает живодеров и так далее и тому подобное. Скажите, а когда мне решать вопросы спасения или решать вопросы лечения с врачами? Когда? До меня не могут дозвониться по срочным вопросам, берем или не берем, какое лечение сможем оплатить, покупать лекарство то или другое, вопросы о конкретной помощи или решении, кто забирает того или другого хвостика, кого забираем из ППЖ, кого забираем с улицы, а я не могу это решать, мой телефон бесконечно занят. Ну поймите же это, люди. Много москвичей откликнулись, и сейчас очередь из желающих есть взять якутского спасеныша. В связи с этим хочу сказать, не обижайтесь, пожалуйста, допросу с пристрастием. Вы в курсе, сколько и в Москве садистов, зоофилов в последнее время ищут собак. Поэтому, если вы готовы взять собаку, будьте готовы показать, как вы живете, какие условия будут у собаки. Без обид ответить на все вопросы. Каждый спасеныш дорог, и мы хотим для него хорошей жизни. После перенесенных страданий столько сил вложено в их спасение. Поэтому, пожалуйста, относитесь с пониманием. Многим потребуется медицинская помощь, а это расходы, и немалые. Поэтому взвешивайте ваши возможности, не принимайте решения на эмоциях. Обдумайте серьезно, насколько вы готовы заниматься якутским бедолагой. В последнее время к якутской теме подключились многие. Кто-то копирует посты и ставит свои реквизиты. Кто-то пиарится, привлекая к себе внимание. Что касается меня, то вот кому я очень благодарна за реальную помощь. Это Инна. Она первая из откликнувшихся. Это Ирен из Шереметьевского приюта. Это Зейнаб из Питера, которая часто берет якутских хвостиков. Спасибо вам за это. Такая у нас массовая отправка. Мы заняли весь аэропорт. Это еще 3 собаки уже улетели, уже их отправили. Это сегодня 23 января. Летят наши ППЖовские собачки в Москву. И кошечка. Только за один вчерашний день прилетело 2 самолета. Это 7 собачек и 1 обмороженная кошечка. Из них 2 уехали в семью, 2 уехали к кураторам, ну а 3 прилетели на мое кураторство. 2 из которых уже в стационаре и 1 собачка на передержке. Вот кто это такой? Кто? Хороший. Хороший. Это хороший. Так, лапки у тебя нормальные, да? Не, это не Хасюш. Это хороший из торгового центра. Потом попал в ППЖ. Так. Так, ты мой серый волчонок, да? С приездом тебя тоже. А вот такая лапка у нас опухшая. Правая лапка, вот она. Так. Малыш, малыш, малыш. Ну, а ты очень добрый, мордатый, огненно-рыжий. И хвостиком машешь. Знаю я, что ты добрый. Ты мне все уже рассказал, сидя на цепи, что ты добрый. Какие у тебя лапочки. Ой, как ты сложил их красивенько.
Пить хочешь? Сейчас попьем. Господи, да что ж вы какие сладкие-то. Сладкие, все тебе тут. И напомню о тех, кто прилетел вчера. Это Овчар, тот тощий и умный из вольера ППЖ, которого недавно забрали оттуда. И вот он дождался. Прилетел парень на кураторство к Инне и сразу в семью. Но знакомить надо их на нейтральной территории. Это знаю. Всё знаете, да? знаю. Хорошо. Потому что По терьер частный дом. частный дом. Там забор нормальный. Малышек. Огромный. Ничего, что это огромный Ну, лапчик. мы здесь сладкие. ничего нет. Нет, никто не все закрыто, все вплотную сделано. Какой хорошенький. А эту тоже привезли? Да. Вот какое Отравляется, солнышко. отравляется. Ой, Надо какое. обследовать хорошо. Она сейчас отравляется. поспит на тепленькой. А также еще прилетел щенок, который чудом попал в поле зрения волонтера, которая вскоре вылетала в Москву. Этот милый, славный, серенький волчонок. Забрала она его. И вот он в Москве, на моем кураторстве. В данный момент проходит обследование, сдали анализы, ждем результаты. Малыш, будет жить. Золотой. Вот такой, вот крючком. Вот. Получится. Вот какой у тебя надежный два шейника, два попки. Вот. Что такое? Что плачешь? Что болит? Что болит? Ты спасеныш. Спасеныш. Прям смотришь на них, да, на этих спасенышей, как не на собак, а вообще какие-то сокровища. Что-то болит, что Можно ли? я тебя возьму? Вот он потянуться хочет. Ой, иди мой сладкий, как живот, ты мой хороший. Ой, какой сладкий. Вот как. И трехлапик, который остался без ноги. Он тоже прилетел на кураторство Инны. И его встречала Ольга. Потерпи. Сейчас на улицу пойдем. Сейчас и поедем в клинику. Покажи Поедем. Лапочку, покажи. Покажи лапочку. Тимур, покажи лапочку. Вот какая кость Потому у что, я него. думаю, придется что-то решать, конечно. с лапой. Ампутировать? А так интересно, просто. по какую Нет, часть? Нет, ампутировать полностью по плечевую часть, Лариса. Ну слушай, ну как Нет, вообще? они И вот сейчас это. посмотрят. У нас потому что хирурги сильные, они нас вытягивали таких, которых не отловили на рине. Нет, если, Потом будет нет, останется. если коротко, то вот тут вот она будет ранить об лед, об снег, об бордюры. Но это они сами Ну, они решат. сообразят. Сейчас едем сразу к врачам. К врачам, по врачам едем. Да. Молодущая собачка и без ножки. И без ноженьки будем. Ну ничего, малышка, приучишься, научишься. И на 3 лапках живут. Прилетел добрый парень по имени Апельсин. Так мы его как-то ненароком обозвали. С весны за ним наблюдала, как беззаботно он спал на клумбе, играл в ручейки, никого не трогал и к стае не примкнул. Самостоятельный, спокойный, думающий, любил сидеть возле рыбной лавки, перепадало, видимо, что-то. Но тихое счастье закончилось. И также Апельсин угодил в жуткое ангарное место. Страшно видеть там собак, которых ты знала о них все и знала только хорошее. Мы успели, забрали. И вот он в Москве. Прилетела на кураторство Юля. Какое же счастье видеть здесь, на нашей земле, этого ребенка тоже. Ай, какая зайка. Ай, какой ты мордатик. Иди ко мне, мой хорошка. Иди ко мне, мой хорошенький. Хорошенький. Ты как хотел рыбку кушать? Да, любил рыбку кушать. Стоял всегда в одном месте, ждал рыбочку. Вот как мы горцуем. Вот как лошадка бежит. Апельсин его зовут. Давай, прыгай. Прыг. Давай, прыг. Давай, прыгай. Ай, молодец. Ой, какой молодец.
А также прилетел еще один ласковый мальчишка из вольера, опять-таки. Торкнуло мое сердце, как он клал голову в руки человека, вставая на две лапы. Назвала его Жорик. Прилетел в Москву. И по прилету оказалось, что у него проблема с ногой. Проблема, да. Будем разбираться. В данный момент он в стационаре. Красавчик. Шерстка такая хорошая. Хвост крючком горцует. Ох, как он горцует. Ну, ты молодец, у тебя и штаны красивые. Иди ко мне сюда, иди ко мне сюда. Ну, иди ко мне сюда, пожалуйста. Дай твою мордочку красивую. Вот какая мордочка красивая. Хорошая. Прилетела шарпейка, которую хозяева сдали в ППЖ. Но ей повезло, что сразу увидела волонтер, которая оказалась в этот день рядом, которая и забрала его. И он прилетел на кураторство к РН. А в декабре как-то забирали с ППЖ огненно-рыжего доброго мальчишку. Он сидел на цепи, и он очень просился к человеку. Сколько их таких, мечтающих о человеке. А повезет единицам, на кого упадет взор человека, и дрогнет его сердце. Забрала его, назвала Огни. Прошел месяц или полтора, и вот он в Москве. Ему злато. Ай, ты все. И что там у тебя с зубами? Ой, молодые какие зубы. Иди сюда, иди сюда. Смотри, какой. Я-то думала, они в паре приедут, и двоих садятся, а его сейчас надо куда-то. Ну, добрый же мальчишка-то. Добрый. А также прилетела обмороженная кошечка, которую недавно подобрали со сбитой собакой. Кошечку отогрели, приютили, даже успели стерилизовать. И вот она наконец-то прилетела. С самолета сразу отвезли ее к замечательной хозяйке Лидии Федоровне, где она принялась ее мыть, обогревать, кормить. Малышка счастлива. И я этому очень рада.